Нам не нужна Москва. Думаем, сидим, о, Якутск, о, круто. Там, не знал, что такое саморез, гипсокартон, профиль, то, что рисуют, разрабатывают. Это все люди, это не я. Нужно идти полномерно, Дальний Восток, идем потихоньку и так далее. Я, наверное, тогда такой щелчок понял, что вот это прикольно, походу, ниша. Сколько на сегодня ты уже денег вложен на мост? 120 миллионов. 120 миллионов. Да. Всем привет, друзья! Недавно я вычитала, что в мире только 1400 компаний с оценкой $1 миллиард. И одна из этих компаний наша якутская InDriver. И для нас, для Якутии, IT-сфера всегда, то есть это дает какую-то, знаете, американскую мечту. И сегодня мы с вами познакомимся с компанией, которая претендует на второго единорога. Это компания Мост и основатель Прокопий Филиппов. «2023 год. Идея скидки акций. У вас 16 человек. Да. Первый оборот 7 миллионов. Ну, тогда еще не было ничего, никаких оборотов, ничего не было. Ну, не когда было ты вообще. билеты, помнишь, продавал? Билеты нас, да, 16 человек, 7 миллионов оборот первый же месяц. Давали на это рэпер «Обладает». И, нет, от Будда. Второй – это «Инстасамка». Вот эти два концерта. И 7 миллионов. И 7 миллионов. И только через нас продается. Только через вас. Да. И вы видите эту прям нишу. Да. И сегодня у нас сколько? 80 сотрудников? Да, 80 сотрудников. И я, на самом деле, я-то думал, когда реализовывал это, я-то думал, что мне нужно только 4 программиста. 4? Да, ну так, относительно. Типа, там, то, что не так много сотрудников надо, но при этом мы понимали, что... И понимаю, что люди – это наша сила. Что без людей ты все равно не успеешь много чего сделать. И проект IT – это на самом деле это про людей. Про людей? Да, вот то, что рисуют, разрабатывают, это все люди, это не я. Это люди, и это как маленький завод, но он делает для миллионов людей. Да? Сейчас это для тысяч людей, но в последующем это для миллионов людей. Но при этом до какого-то периода мы выйдем, условно, там точка безубыточности, когда нам нужно будет, условно, 150 человек, и мы будем обслуживать 3 миллиона человек. 3 миллиона человек, да? Да. 2-3 миллиона человек мы можем обслуживать 150 человек. И вот здесь, вот в этом моменте, что как это? Ресторан, условно, или какое-то кафе, у тебя 150 человек, и ты не сможешь обслужить 3 миллиона человек. Вот в этом плане. И пускай это маленькая комиссия, но за счет больших денег, за счет больших цифр мы можем выйти в очень хорошую прибыль. И это важно понимать. Почему? Потому что люди, которые создают здесь какую-то программу или фичу, да, так скажем, она работает на миллионы. Сколько на сегодня ты уже денег вложен на мост? 120 миллионов. 120 миллионов. Да. Ну, это да. Вот то, что хочется сказать, что как это так, но деньги большие, но потенциал большой. Мы как американский стартап, мы сейчас вкладываем деньги, потом он приносит нам вклады. Вообще, как ты пришел в IT-бизнес? Расскажи про себя, как это было, какие шаги были. Я был менеджером по продажам. После уже начал заниматься бизнесом. То есть ты был студентом или как это все происходило? Школу закончил, что было дальше? Школу закончил, приехал, получается, в Якутск. Откуда? С Тикси. Тикси? Да, это было 2 раза. Первый раз приехал на военном самолете, попробовал, попытался, наступили холода, уехал, не смог поступить и так далее, и так далее. Думал, чем заниматься. Потом еще раз приехал на следующий год. Уже то есть приехал, через год? Да, через год приехал поступать. Второй заход уже был на теплоходе. Ты на теплоходе приехал? Да, получается, купил плацкарт. Демьян Бедный, да? Да. Вот, купил плацкарт
поехал. Сколько там? Это сколько дней ты добирался? 4 дня, и было весело, на самом деле, эти 4 дня. Круто, и приехав в Якутск, уже ощущал, что нужно что-то здесь добиться, чему-то добиться. У меня вообще особо друзей здесь не было. Ага. Родственники были? Вот вы представляете, как происходит? Ребята из глухой там глубинки, там не знаю, сколько тысяч километров? 2000, да, или 3 сколько? До Тикси? 3000 километров. 3000 километров, Больше 4000, да. На небольшая школа, поселок там 300-500, да, добирается до города Якутска, до цивилизации, мы скажем, Ну, да? Да, до цивилизации, и они приезжают, и здесь у них, родственник, никто их не ждет. Ну да. Не родственников там бывает частично, да, то есть очень редкая история. Что-то здесь надо снять, где-то там обустроиться, поступить, не поступил. Что дальше делать? Да, это постоянно же, это боль нашего, региона. Ну, да. это на самом деле всей России, мне кажется, да. вот в всех глубинах. Да. Нет, есть момент, да, то, что ты отметила, это очень важно, что не всем, кто более хорошо учился в школе, для тех это нормально. У меня есть вот мои одноклассники, которые до сих пор там в Тикси живут, и для них это норма. Там приезжают в Якутск там, на лето и все остальное, или там куда-нибудь, в Сочи. Но для меня было важно выбраться из этого места и показать, условно, всему миру, вначале это Якутску, показать, что я могу. И у меня было желание достигать больших результатов. Но нехватка, вот, как ты говоришь, знакомств, ресурсов. Да, ресурсов, но это не было таким большой какой-то преградой. У меня там было 10 человек друзей, потом 1, 2, 3, и с каждым годом больше. Сейчас, наверное, меня знают многие. Кто даже не хочет знать, наверное, знает. Но я к этому стремился, да, так сказать. Но для меня важно было не только там деньги, не только большая слава. Для меня, внутри меня кроется что-то больше, что не только деньги, не только слава. Хочется дать... Я не просто так родился. Я не просто... Это прям я слова, прям душу. Хочу сделать что-то большое и уникальное. Масштабное. Да, но при этом показывать именно нас, наш народ, и что мы можем достигать. Меня сейчас интересует, вот смотри, твои главные конкуренты это кто? Яндекс. Яндекс.Афиша. Яндекс, МТС, Интикетс, Q-Tickets, и все остальные, кто агрегаторы. То есть у меня сразу в голове тоже Яндекс.Афиша, да? Какая стратегия выйти вот на другие рынки? То есть в Якутске Яндекс.Афиши нету, а в других там... Он есть, но... Мы не пользуемся. Пользуетесь. Пользуетесь? Вы пользуетесь, покупаете, но вы сами не понимаете, что вы купили. Многие покупают, сейчас там в цирке можно купить, на концерты можно купить. Люди вот этого не ощущают. Когда ты покупаешь билет, ты даже не запоминаешь, где ты купил. Да, есть такое. Есть такое. Ты купил, все, окей, ты решил свою проблему, пошел, сходил, все нормально, ты забыла. Но когда ты покупаешь через мост, ты покупаешь через большой сервис, и вот в этом фишка. То, что ты знаешь, откуда ты покупаешь, и запоминаешь, откуда ты покупаешь. Да, потому что он у меня скачет. Да, скачан, и он тебе приносит пользу не только там билеты, но еще другие мероприятия, бесплатные мероприятия посмотреть, обучение, курсы, категории там, да, для детей. Не обязательно только концерт. И здесь вот у людей складывается, что мы только концерты, кино. На самом деле нет. Мы, и как ты говоришь, конкурировать с Афишей, мы знаем. У них есть свои пробелы за счет того, что они слишком большие. Мы маленькие, мы можем быстро варьировать, гибкие, мы можем быстро развиваться и занять какую-то определенную долю. Если посмотреть по Дальнему Востоку, Яндекс так хорошо не работает. Да. И в каких-то регионах и городах его вообще нет. Даже Яндекс.Еды нет. В Мурманске вот мы изучали. Яндекс.Еды нет, там такой же агрегатор, как Еда и КТ, условно. А в Якутске тоже же нету Яндекс.Еды? Есть он.
Он Есть? Да, он есть. И просто мало кто пользуется. И вот здесь нужно понимать, что для них наши 14 миллионов человек, которые живут на Дальнем Востоке, Неинтересно. неинтересно, потому что объем рынка маленький. Ага. За счет сложной коммуникации люди сложные, сложнее, чем в Москве. Да? Москва 14 миллионов людей, и посещаемость концертов и всего остального, там вот Щелкунчик продавали за сколько? За 100 тысяч рублей перекупщики билет. 100 тысяч рублей. Вот, на Новый год. И здесь мы должны понимать, что мы не хотим Москву. Нам не нужна Москва. Все так думают: о, Москва, 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 о, большие города. Нет, типа рынок может быть и определен там в маленьких городах. Это важно, и в маленьких городах тоже есть рынок, и там есть 200 городов, возьми там по 20 миллионов. Вот тебе сколько денег. Каждый месяц по 20, по 10 миллионов бери-ка обороты. Это просто Вот. про объем рынка, Да. да? То есть, получается, ваша команда, вы посмотрели свою модель в небольшом городе, увидели, что она неинтересна там федералам, Яндексу, Да. грубо говоря, да? И мы даем для этого города тот продукт, где ему будет комфортно, с кем комфортно, Да. там, существовать, да? Да. То есть пользоваться. Но при этом есть другие стратегии. Если мы говорим про Яндекс, у них не та стратегия, чтобы там условно убивать или там что-то делать. Зачем тебе крутая, зачем тебе убивать крутую команду с крутой идеей, если ты ее можешь купить? Вот. Вопрос, да? И просто будет там условно там 37,5% компании этой, она будет генерить, и люди все равно будут покупать билеты через нас, но Яндекс будет зарабатывать. Ты не смог оплатить семестр, пошел, решил работать. Да. Да, ты приходишь там в любой там торговый центр, строительный рынок или что это было? Это было, у меня, моего друга был старший брат, и он сказал, ему нужны грузчики. Вот, к его, Грузчики? его строительный магазин, да, партнерский. Я пришел, это авиационная, строймастер назывался магазин. Поработал там 3 года, не знал, что такое саморез, гипсокартон, профиль и много другого. Алебастер тот же самый, да, и желание учиться. Вот. Бастан просто грузчик. После этого там зав складом. Я примерно определял, мне говорил там старший управляющий, говорил, там завтра у нас контейнер. Нужно освободить место, разгрузить и так далее, и там сделать место для контейнера 20-тонника. Я такой думаю, так, а сколько всего? Потом он мне раскидывает там плитку, сколько плиток придет, сколько кубов. Я такой, определяемся, и уже раскладывал, там, к завтрашнему дню надо все подготовить. Я такой, окей. Ты разложил, положил, все, контейнер приехал. Ну и вот так работал и доказал руководителям, что я могу уже продавать. Потому что когда вы приходили, такая ситуация были, вы покупаете плитку или гипсокартон, там, в основном это плитку, покупаете, а мне нужно освободить место. А менеджер там продал неправильно очень большое количество. Я такой, окей, а вы сходите сюда, вот эту плитку купите, этот размер лучше будет для вас, и так далее, и так далее. Он такой, идет, обменивает, покупает, я продаю, освобождаю место и так далее. Потому что не все менеджеры понимают, наверное, многие сейчас кладовщики поймут, что место надо освобождать и постоянно крутить товар, чтобы крутился, и потому что у тебя там дальше. Но и я понимал, как продавать. Меня позвали, я пошел менеджером, круто, в кассы научился 1С, потихоньку учился, и потом меня позвали уже в лучший магазин строительный. Я там проработал больше 3 лет тоже. Но говорят же, что там после 3 лет работы, выгорания и все остальное. Наверное, может быть, это было так, но на тот момент Инстаграма особо не было. Коучи и все остальное тоже не было так сильно развито. И я просто по ощущениям. Проработал там прилично и почти полгода думал, чем заниматься дальше. Я хочу уйти
Но я искал себя. Тогда не было, вот как я говорю, каких-то помогающих профессий, да, профессий или экспертов. Да. Сейчас это легко, это круто, типа, но я у себя в голове думал. Но пришла заявка, женщина, которая покупала сантехнику, сказала: Прокопий, а ты же мне там раковину устанавливал, сделай мне ремонт квартиры, я тебе 80 тысяч заплачу. Я такой: окей, а что надо сделать? Обои переклеить, там, то все, для бабушки подготовить квартиру. Я говорю: хорошо. И взял отпуск, пошел, получается, сделал ремонт. Не умел там особо, но поклеить обои, я думаю, что это несложно оказалось. И поклеил, покрасил полы деревянные, все облагородили. Получил 80 тысяч, а тогда я получал 30 зарплат. А тут почти 3-месячная зарплата, я да? такой: камон, типа, я что я здесь делаю? Ну, там, да, на работе. Решился так, но в последующем уволился, и было трудно находить работу. То есть стабильной зарплаты ушел, увидел, что можно отдельно заработать больше, уходишь, но ты понимаешь, что у тебя постоянно нужно поиск клиентов, да? То есть сталкиваешься с другой проблемой. Да, но эту проблему первый год мне было очень тяжко. Я даже бизнес-план писал, хотел деньги, у меня была идея, когда еще центрального экрана не было, поставить экран и зарабатывать на этом деньги. Если что, бизнес-план покажу, нормально. Он сейчас он сейчас тоже может заработать, но уже рынок уже почти занят, да? Вот, о чем я? О том, что я нашел, ремонтируя, у меня была зима, очень было плохо, скудно с работой. Да, с заказами. И в ВК писал, да, в ВК писал, потом пришла весна, и я понял, что нужно найти какую-то работу для того, чтобы легче и проще работать, да? Но такого не было, я пошел все равно на ремонт квартир. Честно скажу, те, кто там 3 квартиры мы сделали, я не умел делать ремонт квартиры, если честно. То есть 3 квартиры в итоге было, да? Да, за зиму было 3 квартиры, я их благополучно сдал, но до этого я еще плитку клал. Еще плитку? Плитку за 1 месяц 3 ванны сделал. И я такой, у меня руки опухли, я такой: воу. Одному, самому работать хорошо, но проблематично. Я умею находить работу, мне нужны сотрудники. Команды. Да, команду. Там нанимал почасовой людей вначале, а потом уже раз нашел, второго нашел, третьего, и мы уже ремонт квартиры начали делать. Вот. И к чему я это? К тому, что ремонт квартиры – это сложно. Неблагодарная, очень крутая работа, потому что ты видишь результат. Приходишь голые стены, а уходишь уже такой... Через 3 месяца. Через 2-3 месяца такой: вау, квартира, обои и так далее, и так далее. Люди радостные. Вот эта эмоция, радость, ощущение: вау, круто. И я вот тогда заметил, что мне нужно меньше сроком что-то и больше денег. И я тогда увидел, что был потенциал роста в отделке балконов. Вот. И в отделке балконов срок 1, 2, 3 дня, и деньги такие же, типа, условно, там 80-70 тысяч рублей. Все, и у нас было 3: Аял, Марсен и я, и мы втроем, я искал, получается, работу, договор, закуп делал, они работали. То есть ты эту возможность увидел весной, да? Да. И вы к весне начинаете запускать только, такая, знаете, узкоспециализированную свою такую деятельность, делаем балконы. Да, я еще пошел по 200. Первая команда такая. Да, первая команда, маркетинга нет, ничего нет. Я распечатал у себя на принтере шивка балкона. Вот, и потом отправлю, вставите сюда, да? Да, вставить. И обклеил 202 и также клиентов нашел. Первый клиент как раз был Олег Марков.
по обшивке балконов. Мгм. Вот, директор НВК. Я помню, когда он рассчитывался уже конечный, он сказал: «Катак, чидикулюля, барататауле». Я такой, типа, я еще тогда на данный момент особо не знал, кто он и кем он станет, да? Но было клевое ощущение вот этой энергии, передачи Веры, да? веры, да. Ага. И поддержки. Да. Потихоньку, с каждым годом, не резко мы росли, мы потихоньку. Вначале там 5 миллионов в год, потом 10 миллионов в год оборота, потом Это 15, что, на 20 на балкон? балконах, да. Ну, как бы здесь мы понимаем, что большую часть там, процентов мы вкладывали давали Материал? работникам материал и так далее. И вот в этом плане тоже. И там тот был момент, что все, наверное, тоже поймут, кто занимается сезонным строительством и сезонным бизнесом. Зимой не было работы. Вот. И тогда я, как сказать, не просек, а тогда я понял, что нужно зимой продавать на весну, но дешевле. Соответственно, я предлагаю тебе, Мария, обшивку балкона сейчас за 40 тысяч, в следующем году это будет уже 60. И ты уже оплачиваешь, мы договор подписываем, у тебя есть бумажка, ты оплатила 30%, и так. И я так уже весной у меня уже были заказы. И потом, значит, если у меня заказы, у меня в Инстаграме уже все появляется, идет, я уже тогда не искал весной. Весной уже люди сами приходили и так далее, и так далее. И вот объем рос, но мне не нравилось все равно зимний период, раз, и количество денег. После этого я понял, что нужно делать производство, самому окна. Запустил цех, взял кредит на 500 тысяч и купил оборудование. Вот примерно вот такая площадь был цех у нас, круто работали. Проблема была в чем? Проблема была в том, что вы приходите и говорите: у меня есть балкон, но нужно вначале остеклить, а потом обшивку я сделаю. А я-то остекление не делаю. Я такой: ну ладно. И вы такие: ну я сделаю остекление, потом вам позвоню, Прокопий. Я такой, ну и я уходил без ничего. Да, и вы мне говорите, а потом я уже такой: а мы тоже делаем. У нас дешевле, комплексно будет под ключ. И вам легче и проще под ключ. Потому что все, Прокопий сам все решит. Сколько? 80 тысяч. Хорошо, оплата, договор. Пошли, погнали. Но до этого я заказывал у других. У других, да. И плохая история была о том, что я заказываю, и они долго делают. И я вам звоню и говорю: ой, извините, окно не сделали. Сроки, да, сроки, ты зависишь от кого-то. Да, и теперь я не зависел ни от кого, сам делал, производил. Так мы увеличились в 20 человек. У меня производственный цех, монтажники, менеджеры. И мы вместе вот по общей сложности там больше 100 миллионов за несколько лет, 4 года. Конечно, история хорошая в плане 2022 год. Мы очень хорошо поработали, потому что бюджетники сидели дома. Жена в Инстаграме сидит: давай сделаем балкон, тахал рухтага. Деньги же с бюджета капают, ну, зарплата приходит. Давай балкон облагородим. И вот тогда мы выросли. Ну и тогда были большие уже деньги, и там где-то уже 60 миллионов сделали оборота. Но мне это такой не хватало вот этой... Чего-то не хватало. Удовлетворенности какой-то. Деньги там в среднем зарабатывал 200-300 тысяч на тот момент. Это очень хорошо было. Опять же, я реинвестировал, вкладывал и подумал ту нишу. Сейчас, наверное, тоже многие спросят, кто занимается сейчас сигнализацией. Я ее в 2018 году привез, такая называется Аяк-сигнализация. Беспроводные, они сейчас вон стоят у нас здесь, где у нас там датчик есть. Вот. Работают без провода. До сих пор такого мало кто продает. На самом деле это крутая ниша. Сейчас ее пик был 2-3 года назад, но сейчас можно ее продолжать. Это вот, если что, к слову, да? Про идею. Да, про идею дальше продолжать и развиваться. Но на тот момент людям это не нужно было. Рынку не нужно было. Моя идея. Там пакетами я продавал и так далее, не получалось. Тоже инстаграм-страница есть, если что. Могу продать. За 10 тысяч рублей. Но потом такая ситуация сложилась. Мы закончили ремонт дома. Диван надо выбрать.
И объездили все, нашли в Билмарте. Потом, сколько стоил? 90 тысяч стоил диван. Диван, ага. Меня жестко жаба давила, и плюс я не люблю покупать последнее с витрины. А там витринная, да? Ага, вообще, я психовал и такой... Но через 3 дня прихожу, я покупаю, они говорят, нету уже. Я говорю, а как так? Ну, типа, купили, я говорю, за 90 тысяч купили? Да. И я такой был в шоке, потом, ладно. Разрыв шаблонов, да? Да, и потом жене звоню, они купили, жена матерится, на меня там, да, ругается. Расстроилась. Да. Она уже представляла этот диван, уже дома. Уже видела всю картину. Но при этом я, наверное, тогда такой щелчок понял, что вот это прикольно, походу, ниша. Посчитал, сколько стоит, мы нашли сайт, но до этого мы купили все равно икейский диван, такой обычный. На чем-то надо же лежать, сидеть. И я взял 1 миллион у знакомого, если что. Вот. И мы пока делали ремонт, я поехал в Москву. Ремонт на строительном рынке 50 квадратов. Поехал в Москву, купил 8 диванов. Они приехали как раз, ремонт закончился, мы шоурум открыли. Да. Все. MySofa. Да, MySofa. И долго думали, выбирали, и тогда был в тренде наша компания Майтона. Я такой, давай MySofa, мой диван. Все. Запустили, неплохо. Первый же месяц продали 25 диванов. Я еще раз поехал в Москву, потому что я боялся, а кто загрузит, как загрузит, не умел, не знал. Поехал в Москву, сам загрузил, познакомился с грузчиками. Сказал им, будете мне грузить хорошо, я вам на мобильный банк деньги буду отправлять. Если что, звоните, будем договариваться, там, какой диван загрузить. Тоже рекомендую, очень круто в плане, потому что грузчики обычные парни, с ними договориться, чтобы они хорошо разложили, упаковали. И мне всегда прям очень круто ложили. Ну, такую ситуацию расскажу, что он мне пишет или там позвонил, говорит, 3 дивана не вмещается. Я говорю, какие? Вот этот, Suffolk, там, Динс и там Plentis. Какой ткань? Такой. Вот этот Динс куплен уже. Его оттуда забери вот этот диван и загрузи вот этот, который купленный. Потому что мы продавали уже... Предоплатой с производства. Мы отправили на производство и так далее. И мы здесь выигрывали. Очень круто было в скорости. Быстро. Раз, купил, 2 купил. Но не было развития. Развитие пришло чуть-чуть там, через полгода. Потому что когда ты покупаешь, продаешь, медленно растешь. Там, чистая прибыль, там, условно, там, 500 тысяч, ты опять вкладываешь в диван и так далее. Инвестиции, да? Да. Но нужно было, если ты хочешь занять большой рынок, тебе нужно сразу в наличии, сразу большой склад и больший ассортимент. На это нужны деньги. Я взял большой объект перед Новым годом по фонд капитального ремонта. Сделал 2 дома на Петра Алексеева, 12. Мы за 20 дней остекление сделали, деньги получили. Вообще махом парни работали, тоже можно ставить фото. Но было круто, и пацаны классно проработали. Все четко, сами монтаж, все круто сделали. И получили большие деньги, там где-то в районе 2 с лишним миллионов. Я эти деньги взял, кинул диван. Все. Мы закупили несколько контейнеров, плюс еще выбил лучшие условия по закупу. Не сразу 100% оплата, а 30%, так далее, так далее. Сама знаешь, что месяц, когда контейнер едет, у тебя дни идут. Я сейчас закупался на 30%, потом, когда приезжала, 30 оплачивал, и через еще месяц еще 40. И получалось у меня кассовое разрывание. Но я зато здесь покупал сразу 4 контейнера. И вот так. И дальше шел. И скорость, за счет скорости мы вышли в начале 45 миллионов в первом году, 70 миллионов, потом 100. Вот так росли. И я также успешно, когда уже понял, что диван приносит деньги, я производственный бизнес продал. 800 тысяч рублей за то, что он мне дал. Возможность перехода в новый бизнес. Все говорили, ты что, продаешь? Такой классный бизнес. Сколько лет, да? Сколько лет тебя кормил, да? Да, ты вообще,
отдай, посади сюда директора и зарабатывай деньги. Нет. Ну, типа, энергия, которая меня съедает, не даст мне там развиваться. Это я вот не где-то там почувствовал, да, или там увидел в рилсе, но я это сам вот чувствовал, знаю. понимаешь, Да, и ты знаешь, что да, если меня нету, да, то бизнес уже не растет, и по факту он рано или поздно умрет. Вот, я продал, парни до сих пор работают, молодцы, как бы в этом плане клево. Но рынок упал. Никто сейчас в тренде, не в тренде. Никто не покупает, ну, никто не обшивает. Сейчас покрасить лучше, и все, плитку положил, битте. И окна сейчас дорого стоят. Материал, Вот. сырье дорогое. Да. И также я неплохо продал, считаю, что мебельный бизнес. 40 миллионов. Эти деньги, опять же, инвестировал вот сюда, в этот проект. Деньги должны работать. Про большие бизнесы. У меня же я просто как бы изучала вот эту тему IT, да, то есть как это происходит. Это стартап, ну, то есть вот сейчас там американская мечта, да, Кремниевая долина и так далее, наши истории, как происходит. Создается там креативная команда, которая там делает классную какую-то там идею, стартап. Они в очень многих местах это там разрабатывают, что-то создают. И задача любого стартапа, вот IT-стартапа, да, это стать там какой-то там устойчивым, и потом, чтобы его там кто-то большой купил. Вот про то, что ты сейчас говорил, да? Да. Там, грубо говоря, мы помним, там, Uber купил там Яндекс, да? Яндекс купил Uber, ну, то есть вот это такая история происходит. Какая цель у моста? Сейчас, на данный момент, она может поменяться, но сейчас мы видим, что если к нам придут, вот в чем вопрос. Если придут и скажут: Прокопий, мы даем тебе 1,5 миллиарда, и мы тебя убьем, да? Ну, мы тебя купим, да? Это раз. Вот другая история, это если мы тебе даем 1,5 миллиарда, но мы вместе развиваемся. Хочешь так? Я говорю: давай. Но теперь не 1,5 миллиарда, а за миллиард. Но зато мы идем и развиваемся, и мы вместе строим твою мечту. Вот здесь как ты договоришься, и мы же люди, и большие корпорации тоже люди. Вот к этому это надо понимать. Но мы понимаем, что объем рынка России – это одно. Когда ты думаешь, что суперап, который мы сделали, думаете, в Бразилии не ходят концерт кино? Ходят. Еще как. В Уругвае или там в Нигерии? Да ходят. Все ходят в кино. И из-за этого там Warner Bros. Зарабатывают на этом, там большие компании зарабатывают на этом деньги. А в Корее тоже большой рынок, именно кино. И вот к этому на это надо смотреть на мир. Но при этом даже СНГ, если взять, там 50 миллионов человек, и можно там развиваться и так далее. Даже в Казахстане, да, вот там есть свой рынок, мы понимаем, что там не так уж и там очень конкурентно. И смотреть, искать новые рынки. И поменять в приложении язык, английский или там румынский, то это будет нормально. Почему нет? Я думаю наперед. Да, я могу сейчас типа сказать, что у нас не получится, мы только в Якутске. Ну тогда зачем ты это делаешь? Зачем ты вложил 120 миллионов, чтобы только думать только о одном Якутске? Нет. Вот. Думать только о стране? Да нет. Потому что есть масштаб, потому что приложение в App Store, открой любую страну, скачай, все. Там, даже наши там, земляки могут с Казахстана смотреть кино. Вот. Об этом. И это все в телефоне. Все в телефоне, там, да. Ты уехала в Таиланд, мост есть, ты увидела, что там выходит новый фильм, открыла, смотришь. Он в полухтах. И... То есть в мосте я тоже вообще буду еще смотреть, да? Да, смотреть шоу, якутское, не якутское. Вот, я сейчас себе открываю. Дальше вот. Камахан мультик, да? Это как Иви в кино, да? Да. Вау! Это и круто. И здесь просто вопрос времени и усердия. Сейчас. Ну, это, видишь, это постоянно вот это, его надо улучшать.
Все. Круто. А за это надо платить, Иви? В последующем, да. Ну, сейчас пока. Конечно, да. Ага, да. Конечно, за все надо платить. Ага. Здесь вопрос, что-то ты бесплатно получаешь, Ага. а что-то ты платно получаешь. Ага. Если мы говорим про экосистему, про мост, это оно может меняться. Мы можем не продавать билеты, а продавать в последующем только стриминг, да, типа там только фильмов можете смотреть. Но потому что апгрейды идут, и понимание рынка открывается. Кино хороша тем, что регулярность, но при этом сейчас на данный момент это наш главный козырь. Вот это карта России, вот это ваша главная цель, да, сейчас? Да, сейчас на данный момент, да. Вот здесь отмечены те города, в которых можно купить билеты в кино. Ага. В дальнейшем должно быть все зеленое, где можно купить концерты, кино и все остальное. То есть я правильно понимаю, вот где сейчас вот это все зеленое, там мост есть? Да. Ага, И там можно купить билеты именно в кино. Именно в кино, да? В дальнейшем это желтые должны быть следующими, красными потом в конце, и там синие в последующем. Последовательность цветов точно не скажу, но о чем это? О том, что Новосибирск слишком конкурентный. Да. И к нему надо заходить с большими деньгами, Да. пиная дверь ногой. И это важно, потому что если мы сейчас зайдем в Новосибирск, мы умрем. Сольем деньги все, бюджет на рекламу, и ничего не получим. Нужно идти полномерно, Дальний Восток, идем потихоньку и так далее. Владивосток очень конкурентный тоже. Проще, лучше Сахалин забрать. Вот. Или Магадан. Но зато там стать таким же номер один. Вот помню, я про что, знаешь, я почему все время эту историю сравниваю твою, да, с индрайвером, да? Мы же просто на глазах это было, как мы помним, как индрайвер сначала забрал Якутск, да, потом это вот команда АУП, да, ну то есть прям команда ездили и захватывали города, а потом дальше страны, и вот сейчас то, что мы видим и гордимся. И вот и здесь такое, знаешь, все равно вот это ощущение, сравнение происходит, да. Расскажи, пожалуйста, кто твоя команда, вот эта вот там ауповская, кто тебя поддерживает, кто с тобой в этой истории, с кем ты вот это все генеришь и двигаешь? Ну, первый это супруга, самое главное, второй человек, может быть, даже первый, потому что за ней кроется все. Я идейник на результатник, да, или наоборот, мы тоже так друг друга мотивируем и идем, растем. И во всех бизнесах она мне всегда помогала, это раз. Потом Сергей Иванов, Саша Васильев, Александр, и вот Коля Пирожков. И вот мы все вместе там идем и дополняем друг другу. Почему? Потому что там кто-то хорошо знает эту часть, кто-то эту, и мы все вместе становимся командой. Это не я все знаю, не я все умею. И то же самое, я надеюсь, они тоже так же думают, и они понимают, что не кто-то там, не бог маркетологов, там никто не программист. И вот это вот разделение, это правильно, потому что если ты не будешь и думать, будешь, что только ты способен все это. Ну, типа, я бы не собрал бы людей и не верил бы в них. И я не такой, я обычный человек, как и все. Я много чего не умею, я много чего там забываю и все остальное, да. Но когда ты в команде работаешь, ты определяешь там зоны, кто за что отвечает, и мы вместе там идем и развиваемся. Я иногда понимаю, вот как ты сказала по индрайверу, да, люди думают, что мы второй там индрайвер. Это круто. Многие так мне пишут, там, да, следующий Арсен Томский, да, это меня мотивирует, это клево, это круто. Это новое поколение предпринимателей, как я. Вот. Арсен это первое поколение, там, да, мы второе. Там, да, согласна. Следующее, в среднем там, возраст одинаковый. Следующее поколение другое будет, предпринимателей. Нам сейчас там, дана открыта дверь на новые возможности. И все говорят, о, кризис, то, все, 5-10. Ну, камон, типа, ты человек, который родился в самых сложных условиях, не только в Якутске, а вообще в мире. Если ты родился, значит, ты уже как по факту должен быть победителем, да. Потому что не только у нас так плохо.
в Африке родись-ка, у тебя вон черви на ногах, это раз, второе, там воды нет. И нельзя так судить о том, что мы там самые-самые, но у нас есть в России есть мало единорогов. Из них Индрайвер, якутская компания, Да. единорог на весь мир. Да. Всего, если припомнить, больше 1500 единорогов. 1400, да. И мы Компаний по всему миру, и один из них якутский. Да, один из них якутский. Надеюсь, что будет второй. Мы, если нам все звезды помогут, и мы дальше будем идти развиваться, почему нет? Но к большой цели тянуться стоит. И если мы станем единорогами и нас оценят там, за ту сумму, которая становится единорогом, уже круто. Если нас сейчас купят за 100 миллионов, там, да, за 100 тысяч долларов, да, мы там автоматически становимся единорогом, там, да, и более. И вот это нужно понимать, что оценка компании, ну, если вот ты заходишь как инвестор, нужно определять главную оценку компании. Потенциал роста, какую проблему мы решаем и так далее, и так далее. И потом только уже смотреть доходность. Так плохо говорить, что мы можем быть убыточными там, 7 лет, потом выйти в точку безубыточности, но при этом, привлекая много денег, мы становимся там, убыточными, но в какой-то период, через 10 лет мы становимся чистой прибыль, у нас там миллиард. Вот так, вот тогда и стоит эта свеч. И твоя доля 1% превращается в 100 миллионов. Вы сейчас действуете ровно как Додо Пицца в свое время. Да. То есть Додо Пицца начал, ну как бы привлек инвестиции частных там, людей, там, да, и там подписывая там определенный там договор займа или там покупка опциона, да, он там смог там выдержать там путь развития, потому что ты сам говоришь, что когда ты развиваешь, то постоянно нужно вливать деньги там на маркетинг, на содержание, на захват рынка, да, то есть на разработки, на привлечение и так далее, да. И интервью там Овчинникова там просто, или книжка, я все там перечитала, пересмотрела, я прям помню этот путь, и вот они там вот придумали эту схему привлечь частные инвестиции и развиваться. У тебя сейчас такая же история. Да. Объясню почему. Не хотел бы сказать, что в стране не все так хорошо и все остальное, но мы понимаем, что фонды сейчас на другое ориентированы. Большие фонды, которые привлекают, там, ищут стартапы. И сейчас стало сложнее. И мир меняется. Конечно, может быть, не в лучшую, не в худшую сторону, но меняется. И здесь нужно понимать, что подстраиваться, опять же, под мир. Многие спрашивают, а почему ты там кредит не возьмешь? Да? Ну, все понимающие люди, там 100 миллионов никто сейчас не даст. И да? проценты. И проценты, да. Ну, по процентам еще ладно, там, да, пускай, но банки сейчас другая история, это раз. Второе, по фондам срок привлечения это не полгода, там, не месяц, и может длиться годами, и по факту там, после этого никто ничего там, не даст. Там не говорят, что мы, вот, вы нам нравитесь, все, мы вкидываемся в вас там 100 миллионов и идем дальше. Многие говорят, ну, значит, ты так рассказывал не очень, или ваша модель не очень. Но не факт. Я из тех людей, которые сам определяю будущее. Для меня важно, что не подстраиваться под других, а самому решать. Я вот решил сейчас, нам нужны новые рынки, нам нужны новые города, где мы возьмем денег, мы будем привлекать инвесторов частных. Тех людей, которые понимают, думают о будущем, которым важно не просто там вложиться в компанию и заработать, а может быть строить компанию вместе и говорить, я тот человек, который вот развивался. Я вот недавно с Ипандиным разговаривал, вот он там тоже изначально там вложился, да,
Вот, там, не знаю, сколько, чего, как, но здесь вопрос о том, что есть люди, которые верят и понимают, что времена могут давать возможность. Есть люди, которые понимают, что деньги делают деньги. Здесь вот это ощущение, мы сейчас в Якутске доказали, что мы способны жить. Мы сейчас доказываем в других регионах. У нас ты можешь купить в 145 городах билет в кино. И кто такое сделал? Вот. Для нас сейчас важно, чтобы нас поверили те люди, которые думают о будущем. Прогрессивно думающие, да. Ну, я согласна здесь, смотри, Прокопий, да, то есть есть вот деньги, да, ресурс, который вот нужен вообще на самом деле для создания чего-то прекрасного. Я считаю, да, что мы, например, деньги люди там положат в депозит, грубо говоря, в банке, да. Каждый день мы слышим, мы сколько с вами проходили эти истории, да, когда деньги обесценивались, там ограничивались, да, то есть там 5 квартир, на 5 квартир не поживешь, да, грубо говоря, да. То есть у тебя есть там люди, которые создали для себя комфортные условия, у которых там декомпозиция, да, там что-то лежит на депозите, кто-то на бизнесе реальном, да, но и в то же время этот человек может вложиться в нашу якутскую компанию, да, которая сегодня активно развивается. И у него, самое главное, есть видение. Он в Якутске доказал, что эта модель рабочая, да. И то есть эти люди становятся, вкладываясь инвесторами, покупают определенные опционы, да, которые... В зависимости от, сколько он там хочет вложить, соответственно, процент какой. Но видите, если, Мария, тебе сказали бы в 2010 году купи биткоин, я не помню, сколько он стоил, но там, наверное, не так много, там, 10 тысяч рублей, да. Ты бы не купил. Да. Точно. Даже сказали, я бы тебе за все сделаю, дай 10 тысяч рублей. Никто бы не согласился. Даже тебе сказали бы, в Додо пиццу вложи, ты бы тоже не вложился. И вот такое вот это ощущение, вот это... Очень много историй. Можно условно прогуглить, кто вкладывался и заработал много. Но здесь есть момент, что тебе нужно точно определять. Нам не нужны там условно последние деньги людей. Нам нужны понимающие люди, которые верят и понимают. Потому что просто типа вкладываться, и я чисто хочу заработать, да, хорошо. Но при этом ты должен понимать модель, понимать рынок, понимать, куда ты вкладываешься и что нужно, важно. Нужны пользователи, нужны города, нужны сотрудники команды. И дальше развиваться. Если говорить вот про Додо, там, да, они вот, как говорил, там 7 лет были убыточными, стали сейчас миллиардные компании, развиваются, все идут. Встречался с человеком, который вложился в Додо, очень хорошо его выкупили, очень хорошо, он доволен и дальше инвестирует в другие стартапы. Но здесь нужно научиться этому делать. Просто так оно, вот, там раз положу, там положу, тут положу, так не получается. Нужно понимать, что я не тот человек, и мы не те люди, которые там ездят на Лексусах, там типа купили все, взяли чужие деньги и работают. Делать нечего. Ну, вот мне вот по балконам также говорили, давая деньги, вот в доме, когда мы договор подписывали, 50 тысяч дают. Прокопий, ты, надеюсь, там не уйдешь там, с этими деньгами? Да я лучше 1 миллион заработаю. И то же самое, я лучше у вас возьму типа там 100 миллионов, и заработаю 1 миллиард. Вот в этом фишка. О том, что мне не нужны чужие деньги. Мне нужны деньги для того, чтобы заработать деньги. И для того, чтобы дальше идти и развиваться. И вот как говорит, твой круг – это твое там, мировоззрение, там, да, и все остальное. Вот, я считаю так, что люди не должны так мыслить,
что люди могут обмануть, люди могут кинуть. Ну, бывают ситуации, да, в жизни, но если на меня работают 80 человек, уже почти 2 года многие, и вряд ли бы, ну, люди умные же, программисты, да? Да. И убеди-ка их там, об обратном. У меня 25 лет средний возраст. И люди сразу бы встали бы, ушли бы давным-давно, если бы им что-то не нравилось. Им нравится атмосфера. И они хотят создавать, и они видят ту историю по InDriver, Майтону, что с Якутска могут выйти. И я показываю им и говорю, мы можем 4 миллиарда сделать, а потом 10, а потом 20, а потом уже, если после этого, можно идти и в долларах читать уже. Вот. И я надеюсь, будет та история, что ты через 3 года ты возьмешь у меня интервью и скажешь, надо было все продать и вложиться в тебя. Потому что я тебе говорил полгода назад, типа, вложись в меня. Вот. Ты бы сказала, блин, надо было 1% за 1 миллион купить. Вот, сейчас это 5 миллионов 1%. Да мне кажется, я уже готов 500 тысяч вложить, но хотя для старта. Нет, на самом деле, я помню, Прокопий, когда вы только начинали, я помню вот этот путь, когда ты говорил, что тебе нужно 80 сотрудников, тебе что надо этот рынок захватывать и так далее. И смотри, вот, ты уже это сделал, да? Я сейчас слышу ту историю, которую ты уже следующее видение есть, да? И на самом деле все большие истории вот так рождаются. И у меня даже, знаете, вот внутри мурашки идут. По идее, мы должны были очень много здесь контента снять, да, но мы так вовлеклись в беседу, да, что у нас уже час, да, мы съемки, да? Даже больше, да? И я понимаю, что вот так и создается большие истории, вот так и создаются большие истории, большие компании. И я через 3 года буду вам говорить, будем снимать. Я думаю, что это вообще может быть даже где-то там в Бразилии, в Нью-Йорке, да, и мы будешь рассказывать, как ты проходил со своей командой этот путь. Да, спасибо. Вообще, супер! Вот, и заключение о том, что там, не переставать думать, нужно понимать только историю. Вот. Смотреть за нашими предыдущими большими компаниями и понимать, что мы можем это делать. Мы знаем, мы умеем. У нас такая же голова, как у многих других больших компаний. Но деньги определяют вот это. Сегодня скорость, да. Скорость. Да, сегодня скорость, захват рынка определяют ресурсы, Все, да. быстрее зашел, быстренько взял, людей взял. Там, нам в Иркутске не нужно 100%, нам нужно там типа 30 тысяч человек. Все, чтобы они транзакции, потом дальше пошли. Следующий город пошли. Так. Все, забрали, 2 миллиона человек. Все, сидим, 700 тысяч человек транзакции, концерты создаются, кино все равно ходят, и все. И дальше уже фильмы якутские показываем. Что делаем? Добавляем туда российские короткие метры. Большие метры, которые не выходят, не выкупают ОККО. Покупаем, у себя показываем. Шоу делаем крутые. То же самое, что мы вот сейчас хотим шоу сделать про 100 атлетов. Мы хотим сделать шоу про людей. Как назывался этот сериал? «Игра в кальмары». Да? И вот здесь вот этот момент нужно понимать, чтобы контент создавая, мы зарабатываем на подписке. А подписка сколько? 50 тысяч, 100 тысяч человек купят подписку за 300 рублей. Сколько тебе денег? Вот. Но ты не тратишь все это на контент. А это там потратить нужно только 30%, чтобы создать вот это. Если ты потратишь 100, все 100% ты сделаешь еще больше круто. Вон сколько молодых людей, которые вот сейчас за экранами там камеру держат. 3 человек. Таких у нас очень много в Якутске. Да, и талантливых. таланты. И для них это будет тоже работа. Значит, у них тоже зарплата будет расти. У них время свое. У них ценник станет как в Москве. Все говорят, феномен якутского кино. Да, феномен – это слово типа временное.
Нужно сделать так, чтобы феномен стал частью якутского народа. А все думают, якутские фильмы. Да там, если калькулятором посчитать, они даже не зарабатывают. Есть такое. Я просто посчитала, сколько вообще стоит, вообще этот прокат фильма и сколько туда вкладывать. На самом деле, это вот просто, я говорю, Якутия – это таланты, энтузиасты, да, и хочется, чтобы это на самом деле ценилось. Да, и если мы возьмем, вот они в Якутске, там, в 6 кинотеатрах делают сколько? 16 миллионов в среднем, да? 10 даже в среднем взять. Это только вот Карина 50 сделала, красотка. А если Дальний Восток будет якутский фильм показывать? Представь, и Тува, Кызыл, все. Мы тоже можем. Мурманске, в Сыктывкаре очень много людей, которые могли бы смотреть. И тогда они 100 миллионов заработают, а потратили 5 миллионов. Значит, тогда уже другая история. И дальше должно что делать? Разрыв должен произойти, когда мы должны снимать за 3 миллиона или за 5 миллионов мы снимаем только для якутского контента. Для того, чтобы снимать для России, нужно 15 миллионов денег. И вот мост должен стать тем проводником, тем мостом, да? Чтобы якутское кино развивалось, и мы начали там зарабатывать. Вот в чем вопрос. Не только я. Все думают, Прокопий заработает. Я заработаю, значит, я создаю контент, вот эти дети все зарабатывают. Кто создает фильмы, зарабатывают. У них ценник зарплаты растет. А не так, что ты до сих пор светик, свет держишь, настраиваешь и 35 тысяч за смену получаешь. В Москве фильм один стоит 100 миллионов. Там вообще вот так, бэм-бэм-бэм-бэм. Деньги миллиардами крутятся. А у нас в Якутске, радуется, новость была. Сколько? 8 миллионов дал Минкульт. Смешно. 8 миллионов я могу на подписке. Сколько мне людей нужно, чтобы 8 миллионов было? 15 тысяч человек, чтобы подписку купил. Я 8 миллионов сразу на следующий месяц отдам. И народ должен вот это конвертировать. Тогда люди, которые купят подписку ради того, чтобы якутский контент смотреть, мы будем создавать фильмы и так генерить, и постоянно круговорот денег. Значит, ты будешь открывать мост и будешь смотреть. А потом, деньги должны не только к 1 рублю держаться, а мы должны в других СНГ странах открыться. И так еще найти какую-то страну условно-долларовую. Дирхам или возьмем вон. И вот тогда у нас уже стабильно будет. Выровняться к рублю, ко всем курсам. И вот этот прощупать надо. Да. А то думаем, сидим, Якутск, круто, такой дохка надо. Вообще, нет, я согласна, что в Якутске еще, рынка у нас нету, да, то есть, чтобы мы, и я просто помню это беседы такие, знаешь, вот такие беседы, в общем, такие семечки очень сильно закладывает, да. Я помню, когда вот Арсен приезжал, мы-то разговаривали, ты понимаешь, что внутри ограничено, уже ты не видишь стратегию и так далее. Мы сидим, предприниматель говорит, в Якутске нет рынка, да, вот ты запомни. А это же внутреннее ощущение, что нет рынка, да, и я всегда, то есть я понимаю, что как ты сейчас говоришь, как ты мыслишь, да, как, вообще стратегию. Если вы хотите какой-то рынок, результат, все, пожалуйста, выходите из Якутска. И, конечно, IT-история, IT, предпринимательство, он про вообще весь мир. Да, весь мир. Здесь только надо в голове раскрыть. И вот Богдан недавно только с Японии же приехал, да? Да, мы тоже такие растем, да? Да. Нет, и здесь о том, что вот в Японии, да, и все думают, что, японский рынок, там, наверное, вообще все машины летают. Да, там как в 70-х или 80-90-х годах сделали вот эту монетку в такси, до сих пор так. Ты можешь оплатить QR, такси и так далее, но у нас быстрее это развивается. У нас это так хочется сказать, но, конечно, там есть, могут поспорить люди, но нужно добиваться результата, нужно думать о будущем. Вот пятилетка, да? Вот что я должен сделать в эту пятилетку? У меня я по пятилеткам живу, если честно. Да. И для меня
важно до 40 лет там, стать топ по России, там, чтобы нашу компанию знали. Круто, круто, просто. На этом, мне кажется, можно завершать. Вообще супер история, да. Я просто, Прокопий, вообще красавчик.